Проверяем давление в топливной системе. Конкретно будет пример на этом двигателе, но я расскажу, как проверить и двигатель с объемом 4,5. Соответственно, мы сегодня рассматриваем случай без модификации двигателей с топливными насосами высокого давления. А теперь внимание! Мы сегодня проверяем как давление в топливной системе, так и производительность топливных насосов. Проверяется это по-разному, путать не надо. Для проверки давления в топливной системе нам необходим манометр с переходниками. Для проверки производительности насосов необходимы новые клапана. Один вот такой. Он подходит от ниппелей на колеса. Провода вот такие вот. Но я вам покажу, как можно обойтись без них. Мерная емкость. Я здесь сделал отметку 800 мл и шланг. Итак, мы приступим. Начинаем с того, что снимаем вот эту вот крышку, вот эти вот все крышки. Лучше использовать вот такой вот дрель-шуруповерт. Я скину в описании, чтобы быстро снять вот этот вот отсек. Сразу скажу, вот эти вот реле, вот они. Вот я их здесь положил. Это старые реле. Два реле. Это реле топливных насосов. Третье реле идет на второй сервопривод. На вторую помпу идет. Вот эти вот реле, если вы встретите с номерами 404, их я вам рекомендую заменить, так как эти конкретно реле уже сняты с производства. Были у меня такие случаи, что по опыту скажу, что выходило реле из строя. Вот такое вот реле рекомендую заменить. Дальше снимаем вот это вот реле. Это от левого топливного насоса. И вот это от правого. Можно также снять 13 и 14 предохранители. Это тоже от топливных насосов. Но мы снимем конкретно реле. Теперь нам необходимо завести машину и спустить остаточное давление бензина в топливной рампе. Ну, сейчас мы открутим сначала вот эту вот заглушку клапана. Теперь заводим машину. Так, машина завелась. Все заглохло. Давление 0. Дальше нам необходимо, я сразу выключу вот этот клапан для проверки производительности. Желательно, чтобы он здесь не присутствовал. Но для проверки давления в топливной системе вы можете его оставить. Роли играть он никакой не будет. Я вкрутил манометр. Показания на нуле. Дальше я вставил оба реле на место. Теперь завожу машину. Смотрим давление. 4 бара.
но стрелка скачет, это нормально, вот 4 бара. Вот 4 бара, давление ровно. Отклонение может быть как в большую, так и в меньшую сторону в районе 0,2 бар. Теперь необходимо для точных показаний спустить воздух. Вот я спустил воздух, вот бензин здесь буквально чуть-чуть. Смотрим снова показания, снова 4 бара. Дальше этот бензин обратно выливаем в бак. Ну, бензин я вылил, соответственно. Бутылка пустая. На холостых у нас, значит, 4 бара показывает стрелка. Вот 4. Теперь я обращу внимание на то, что необходимо проверить эти насосы под нагрузкой. То есть я сейчас нажму педаль акселератора на максимум, или по-другому газа, и вот эта вот стрелка не должна упасть. То есть если стрелка упадет, вашим насосом пришел хана. У вас плохие насосы стоят. Стрелка должна мертво стоять вот на этом уровне и не шевелиться. Соответственно, в те моменты, когда вы едете по дороге, если вы нажимаете на педали акселератора, стрелка манометра падает, соответственно, насосы у вас плохие, и у вас будет в течение 2 секунд машина притормаживать, то есть она не будет набирать скорость. Вот сейчас мы это проверим. Я закрепил камеру таким вот образом, чтобы вам показать. Сейчас машина работает на холостых оборотах. Сейчас я дам газу. То есть видно стрелка манометра, вот она. Она как стояла 4 бара, так она и не упала. Вот если стрелка упадет, ваши насосы необходимо просто выкинуть. Итак, мы закончили проверять почти давление в топливной системе. Сейчас я заглушу машину, оставлю подключенным манометр и будем смотреть за давлением. Конкретно на этом двигателе давление должно составлять 3 бара, то есть оно не должно упасть меньше 3 бар за 10 минут. На двигателях с модификацией мотора 4,5 давление не должно упасть менее 2 бар в течение часа. Ждем 10 минут. Дальше, чтобы машина самостоятельно не запустила насосы, мы выдергиваем вот эти 2 реле на бензонасосы и продолжаем ждать время. Итак, смотрим время. Время прошло 12 минут. Смотрим на
манометр. 3,5 бара давление. Нормальное давление. Дальше снимаем манометр. Дальше будем проверять производительность насосов. Нам желательно необходимы такие провода. Я вам покажу, как без проводов сделать. Шланг, мерная емкость. Я подготовил мерную емкость. Здесь, соответственно, шланг. Клапана там нету. Два провода вместо реле стоят. Вот раз, это на правый насос. И вот еще один на левый насос. Вот смотрите, вот эти вот контакты на реле замыкаются, и тогда топливные насосы включаются. Вот я ставлю обратно. Красный у меня от левого насоса. Вот мерная емкость стоит. Включаю. 15 секунд. За 12 секунд набралась бутыль до отметки 800. Теперь проверим оба насоса. Проверяем оба насоса. Мерная емкость пустая. За 10 секунд должно быть 800. Как видно, ровно за 8 секунд я набрал емкость. Насосы стоят вот этой вот фирмы. Ссылку на них я скину в описании. Смотрите в подсказках. Можете сравнить со своими насосами. Порядок действия я вам показал. Останется только все это дело снять, поставить реле, но перед этим все вот это вот отсоединить, поставить клапан, слить бензин, и после этого можно ставить реле и собирать корпус. Подписывайтесь на канал. Всем пока.